Некоторые местные жители еще не очень плохо понимают наш проект. Это чисто экономический проект. Я посмотрел интернет, посмотрел, что по телевизору показывает наше правительство, а ничего хорошего нету. Не хватает им ни хрена этим депутатам, блин. Во главе с олигархами, с Путиным вместе, блин. Целенаправленно просто коррупция с китайской компанией для отмывания денег. Мы находимся в Больших Алгашах. Скоро здесь начнется собрание жителей против строительства китайского завода. Мы постараемся выяснить, почему жители выступают против и что хочет китайская корпорация. Почему вы выступаете против строительства? Потому что китайцы не хотим сюда. Ну а в чем вот их проблема? Неужели просто в нации? Да не в нации просто. Блин, они все равно загадят все. Я посмотрел интернет, посмотрел, что по телевизору показывает наше правительство. А ничего хорошего нету. Я служил на Дальнем Востоке 17 лет назад, 85-го года. 2 года. За это время я посмотрел, как тайгу вывозил и что они творят. Теплицы могут поставить и засрать землю. Земля уже не родит лет 100, может быть. Представители компании обещают инвестиции, там, золотые горы. Компании, это знаете, как красиво обещают. Да. В Алатыре что сделали? 20 лет теперь ни одна травинка не вырастет. А у нас здесь и коров держим, и все держим. Нам они нахрен не нужны, по-русски скажу. Пока еще ни одного проекта хорошего от них не Ничего, было. из гарта выгнали. Из чего нам им Везде, доверять? везде. Я не Мы сами знаю, своих что коров нашим держим. депутатам, И это, сами. сверховным депутатам. Недры продают, Нечего сейчас еще до делать. земли добрались, блин. Землю Я еще начали, блин, сегодня продавать. аппарат Не хватает им ни хрена этим депутатам, блин. Во главе с олигархами, с Путиным вместе, блин. Разрешить китайцам строить фермы на этом земельном участке или не разрешить. Если вы не хотите размещения строительства вот этого завода по переработке молока, обратите внимание на эти 2 участка, которые выставлены на продажу. Сейчас они не проданы. Один участок 70 гектаров, другой участок почти 40 гектаров. И цены там, честно говоря, один продается за 200 тысяч рублей всего лишь. Хотя кадастровая стоимость его значительно в разы выше. Китайцы это не подарок. Они нигде еще себя не показали с положительной стороны. Нигде не показали. Взять даже, например, вот ту же Кудеевку, где они корчевали уже поля. Они не заплатили ни людям, просто их киданули, грубо говоря. Они здесь точно такая же история будет. Многое наговорят. Но если бы в своей стране они это строили, они бы по правилам все сделали. А здесь они сделают так, как им надо. Им совершенно наплевать на нас. Помогать надо малому бизнесу, конечно, предпринимателям, чтобы они работали, именно наши, но не китайцы, пусть на своей земле работают. Мы не против, как было первое собрание было, вот, пускай сеют, работают, мы не против. Тем более 1,5 километра, 20 тысяч голов. И где-то не в сторону никуда, а прямо в середине села она будет, в середине села, а ветер оттуда еще будет. Эти ямы, курганы, силосом, они как воняют? Мы знаем, был комплекс, 1000 голов был комплекс, и как вонял тут этот вонь было. Это 20 тысяч. В данном случае были даны обещания, что все нормально, будете работать, расценки повысим. За заранее заниженными расценками мы начали работать. В данном случае мы выполнили первый объем работ уже в конце мая, но документы не приняли и до сих пор не оплатили. То есть они, грубо говоря, на этих полях уже посеяли урожай, собрали урожай, а оплата до сих пор не поступила. На данных участках работало 4 генподрядчика, и все обратились в суд. А вот другой участок, про который вот сейчас вот уважаемый господин Андреев сказал, Не господин, товарищ. ну, товарищ Андреев сказал, эти земли в любом случае не будут переведены без решения на публичных слушаниях. Нет проекта, пока действительно нет экспертизы этого проекта, и поэтому разрешение на строительство комплекса выдано без этих документов не будет. Вы можете рассказать, что здесь происходит, почему люди волнуются, что вы тут планируете делать? Здесь, чего они говорят, да, просто некоторые местные жители еще не очень плохо понимают наш проект. Под будущем они постепенно, да, узнают именно какие-то фактические реалии выгоды мы будем приносить для них. Наш проект – это чисто экономический проект. Сейчас там же выступает ваш предприниматель, с кем вы сотрудничали. Он говорит, что он у вас работал на подрядах, выполнял работу, и сейчас вы ему там не заплатили. Между нашей компанией и некоторыми подрядчиками, да, были заключены договоры. Но обязательства договоры надо выполнить. Правда. Если кто-то только деньги хотят брать, но свои обязательства договора
не хочет выпалить, с такими людьми не будем сотрудничать. Народный сход переместился в Большеалгашинский сельский клуб. Прямо сейчас там проходит собрание депутатов. Депутаты должны принять какое-то решение. Люди от них требуют не оказывать содействия китайским инвесторам. Как они выйдут, мы узнаем, какое решение они приняли. Можно представить, что на вот эту только площадь танкодрома, который хотят тут, получается, забетонировать, можно как минимум 3 фермы построить общей численностью, сколько там получается, 1800 голов, грубо говоря, 1800 голов. То есть говорит о целенаправленной просто коррупции китайской компании для отмывания денег. Где у вас планируется строительство завода по переработке молока? Для производства. На территории какого муниципалитета вы планируете строить этот завод? Это пока коммерческие тайны. Я не объясняю вам. Молокоперерабатывающий завод. Это не химический завод. Это очень экологический завод. Вы понимаете? Зачем вы за это переживаете? Тайны, да. Население переживает, понимаете? Можете сказать, что он Надо что у нас объяснять. он будет или нет? Ну, тайны же говорят. Все, спасибо. Мы договорились о чем? Сейчас депутаты сельского поселения, там 7 человек, проголосовали за то, чтобы были проведены публичные слушания. И на этих публичных слушаниях теперь функциональная зона с СХ-2, где возможно было строительство ферм, обратно вернули в СХ-1, где строительство ферм невозможно, а только допускается растениеводство, посев растениеводства. То есть депутаты это услышали, теперь мы в этом направлении работаем. Некоторые замысленные человек специально ерунду говорят повсюду, обманывает местных жителей. Вот это причина, почему некоторые жители против нас. Это бузасёри, да, значит? Да. Но большинство местных жителей, и в том числе и местная администрация, они за. На чьей стороне? На стороне жителей, на стороне... У нас нет сторон. Мы выходим из положения закона, учитывая мнение местных жителей. А как тогда получилось, что вы перевели из СХ-1 в СХ-2 до Нового года? Тогда у нас вопросов не было по строительству. Нужно было перевести земли. С какой целью нас, значит, конкретно администрация сельского поселения не ввела в курс. Мы с легкостью перевели. Сельчане заставили депутатов изменить свое решение. Земли обратно переведены из СХ-2 в СХ-1. Теперь здесь невозможно строительство фермы, либо какого-либо завода. Жители Чувашии очередной раз доказали, что умеют бороться за свои права. Вот еще один пример, почему должность муниципального депутата важна. А на чьей стороне вы? На стороне иностранных инвесторов или сельских жителей? Пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вместе мы добьемся справедливости.